Доброе утро, дорогая церковь. Меня слышно нормально? Я чувствую, что... Все, кто внизу, пожалуйста, поднимайтесь. Все, кто в зале, давайте мы встанем на наши ноги. Будем начинать наше собрание. Мы помолимся, прославим Господа. Воздадим Ему всю славу и хвалу. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за этот день чудесный, за милость, благодать Твою к нам. Господи, просим Тебя, благослови наше собрание. Мы отдаем его в Твои руки, уповаем на Тебя и просим Тебя, веди нас, Господи. Господь, говори в наши сердца, дай нам слышать голос Твой, Господи. И мы просим Тебя, Господь, чтобы никто не ушел равнодушным из этого собрания. Все, кто пришел, все, кто смотрит, Господь, чтобы каждый что-то получил в свою жизнь. Потому что мы уповаем на Тебя. Ты наша надежда и наша опора. Господи, и прими эту хвалу, которую мы приготовили для Тебя. Потому что хорошо славить Бога. Потому что Ты Создатель, Ты наш Бог, и Ты достоин. И весь Божий народ сказал: Аминь. Давайте мы воспоем Господа и прославим Его. Душа моя поет, душа моя поет, Твоя любовь меня к Тебе зовет. Душа Тебе поет, душа Тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Душа моя поет, душа моя поет, призвал меня Ты милостью Своей. Душа Тебе поет, душа Тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать.
Что может быть лучше любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе? Что может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе? Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, омывшись из души моей? Что лучше может быть любви Твоей? Ведь стали восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать мы будем. Ведь стали восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить Тебе в каждом дне. Стою я здесь, вся жизнь моя в Тебе. Я знаю, рядом Ты. Ты так нужен мне, вся жизнь моя. Желание одно — гореть лишь для Тебя. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. На шаг ближе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Лишь один, только Ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, он только для Тебя. Присутствие Твоем хочу я быть всегда. Еще один день, он только для Тебя. Присутствие Твоем хочу я быть всегда. Наша хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. На шаг ближе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Аллилуйя! Каждый день ближе к Тебе, Господь, мы хотим приближаться к Тебе.
отвечаешь, ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. И все вместе. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Kasbirdi süreriye Tuğunan doların bileği Kalar bakın hamur bakın Yanara Cihülitten gördükün Nadı yağın süreriye Gördüğüge etmediğin Erenedin tutamaktır, erenedin tutamaktır, erenedin tutamaktır. Min oğlum en güzellerge, erenedin tutamaktır, erenedin tutamaktır, erenedin tutamaktır. Min oğlum en güzellerge. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы доверяем Тебе, наш Бог, каждый день нашей жизни, Иисус. Аллилуйя Тебе, наш Бог, вся слава.
слава только Тебе, Иисус. Ничто нас не разлучит, даже если убегу, любовь Твоя верна, любовь Твоя верна. Я знаю, что оступлюсь, но в милости Твоей я обновлюсь, ведь любовь Твоя верна, любовь Твоя верна. Ты все такой же вовеки, любовь Твоя неизменна. И там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушует шторм, мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь Ты. Любовь Твоя верна, любовь Твоя верна. Глубины вод и ветер все сильней, но не один я посреди морей, ведь любовь Твоя верна, любовь Твоя верна. И пропасть так широка, не думал я достичь ее конца, но любовь Твоя верна, любовь Твоя верна. Ты все такое же вовеки, любовь Твоя неизменна. И там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушует шторм, не бояться нет нужды, знаю я, меня любишь Ты. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Ты все такой же вовеки. Любовь Твоя неизменна. И там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушует шторм, не бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь Ты. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна. Спасибо, Господь, за Твою любовь, что ничто во всем мире и никто не отлучит нас от Твоей любви, Господь. Спасибо, что избранным Божьим, действующим по Твоему изволению, все содействует ко благу. Благодарим Тебя, наш Бог.
Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Нет других таких имен, я навеки посвящен, пред Тобой склонюсь я вновь, моя любовь. Все отдам я лишь Тебе, свой огонь зажги во мне, измени меня, Иисус, Ты нужен мне. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Нет других таких имен, я навеки посвящен, пред Тобой склонюсь я вновь, моя любовь. Все отдам я лишь Тебе, свой огонь зажги во мне, измени меня, Иисус, Ты нужен мне. Дух Святой, сойди на нас, сойди на нас, сойди на нас, сойди. Дух Святой, сойди на нас, сойди на нас, сойди на нас, сойди. Дух Святой, сойди на нас, сойди на нас, сойди на нас, сойди. Дух Святой, сойди на нас, сойди на нас, сойди на нас, сойди. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне. Ты нужен мне, мой Бог, все, что нужно мне.
каждом дне, Иисус, в Твоей поддержке, в Твоей заботе, Господь. Спасибо, что Ты восполняешь все наши нужды, что Ты рядом с нами, что Ты заботишься, Иисус, и восполняешь каждую нужду нашу. Спасибо Тебе, Иисус. Добрый день, драгоценная церковь, народ Божий, возлюбленные Господом. Давайте кратко помолимся. Ну, во-первых, спасибо огромное нашему прославлению. Мне кажется, они у нас прям профессионалы. Слава Господу, что возрастают. Дорогой Небесный Отец, Господь, мы приходим сейчас к Тебе, как церковь Твоя, Господи. Мы приносим Тебе, Господи, нашу хвалу и наши благодарные сердца. Мы благодарим Тебя, Господи. Спасибо Тебе. Все сейчас мы предстоим пред Тобой, все живы и здоровы. Благодарим Тебя, Господи, что Ты сохранил каждого из нас. Благодарим Тебя, Господь, за этот дар жизни, который Ты нам даешь. Благодарим Тебя, Господи. Спасибо Тебе. Ты сердцеведец. Ты видишь сердца наши, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты утверждал нас в Слове Своем, в истине Своей, Господи, чтобы Ты направлял пути наши, Господь, к вечной жизни. Направь, Господи. И смотри, если кто, Господь, на опасном пути, Боже, да не дай уклониться ни вправо, ни влево. Мы сейчас пред Тобою, Господь, стоим. И мы молимся, чтобы тот огонь первой любви, Господи, который был в сердце каждого из нас, он возгорелся. Господи, чтобы тлеющее, оно возгорелось. Чтобы то, что угасло, оно возгорелось, Господь, чтобы ожили, чтобы не было этой теплости, Господи. Возбуди у нас ревность по дарам Духа Святого. Возбуди, Господи, в нас ревность по Тебе. Во имя Иисуса мы поднимаем пред Тобой все церкви Дальнего Востока и молимся также за них, Господи. Чтобы пришел этот дух ревности, Господь, дух жажды по Тебе, Господи. Чтобы пробудились от сна те, которые уснули, Господи. Благослови нас быть горячими. Именно горячими, Господи. Подними народ свой, Боже. Подними. Подними. Делателей мало. Господи, мы благодарим Тебя за Твою верность, Господь, за Твое долготерпение. И да будет Твоя, Господь, совершенная воля в жизни каждого из нас. И церкви наши, Господи, направляй, Ты направляй, Господи. Ты вразумляй. Ты давай слово, Господи, с небес. Ты корми своим хлебом. Благодарим Тебя, Господи, славим за все. Мы так благодарны Тебе, что завеса, она разорвана, что мы можем приходить в святое святых, и мы сейчас стоим прямо там, каждый из нас, Господи, и мы возлагаем по Слову Твоему все заботы на Тебя. Мы отдаем, Боже, и Ты печешься, и Ты восполняешь каждую нужду, Господи. И кто нуждается сейчас в исцелении, да примет во имя Иисуса Христа. Ранами Твоими, Господь, да придет это Слово, да воплотится во имя Иисуса, да придет, Господь, полное божественное здоровье во имя Иисуса. Господи, благословляем каждое сердечко, где есть еще беспокойство, да будет наполнено оно Твоим божественным миром. Так драгоценен Твой мир, мой Бог. Окутай нас просто Своим, Господь, миром. Окутай нас Духом Святым, Господи, во имя Иисуса. В это трудное время, Господь, когда шторма вокруг, Ты даешь нам этот мир. Мы благодарны Тебе, Боже. Благодарны Тебе. Храни нас, Господь, по Слову Твоему. И мы, как церковь, Господь, мы должны по Слову Твоему молиться за власти тех, Господь, там, где мы проживаем. Мы молимся за власти, Господь, в Якутии, за власти России, Господь. Благословляем, как власть имеющие, Твоей мудростью, Господи, Твоим разумом. Благословляем, Господи. Да будут, Господь, те решения, которые не принимать, они будут в Твоей воле. Господи, управляй, направляй сердца правителей во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их, Господи. Мы просим Тебя, чтобы пришло спасение в их семьи.
Господь, и да распространяется Царство Твое. И также, Отец Небесный, мы не можем оставаться в стороне. Идет, Господь, конфликт этот, военный, Господь, конфликт. Мы молимся, конечно же, Господи, чтобы Твой мир, он как река протекал, чтобы пришло как можно, Господь, скорее это перемирие. Боже, да будет Твоя совершенная воля. Господи, сохрани каждое свое дитя. Ты знаешь, Господи, сохрани те, которые не продали, Господь, свою душу дьяволу. Сохрани. Покрой, Господь, неважно национальность. Просто Твоя кровь и защита да будет над ними. И ангелы Твои да охраняют во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господи, что на территории Якутии мир, что мы можем, Господь, нести Твое царство спокойствия. Слава Тебе и хвала за все. Аминь. Еще раз доброе утро. Слав, можно чуть-чуть прибавить, а как-то или что-то не то стало? Или тут как-то изменилось? Да. Еще раз доброе утро. Рад вас всех видеть. У нас чудо-умножение прямо произошло опять во время прославления. И хочется задать вопрос, а что вы сели все? У нас уже добрая традиция. Минимум 5 человек, которых вы первый раз видите. Вот я вижу первый раз. Здравствуйте. Подойдите и скажите что-нибудь, благословите человека. Либо давно не видели, либо видите первый раз, подойдите к кому-нибудь, минимум 5 человек. Скажите что-нибудь хорошее. Как ты хорошо выглядишь. Благословите здоровьем. У нас скоро 8 марта. Куча поводов прямо. Давайте мы будем воплощать это. И пока мы это делаем... Детки, можно выходить сюда. Дети, подростки перед сценой. Дети, кто еще есть, выходите сюда. Дети, подростки. Хорошо, давайте возвращаемся. Добрая наша традиция, мы на каждом собрании благословляем детей, молимся за них. Сегодняшний день не исключение. Давайте мы помолимся, у нас не так много чего-то сегодня, но за всех, кто в зале, кто дома. Давайте благословим их. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в этом зале, также за всех детей, кто в нашей церкви, но они находятся дома. Господи, просим Тебя, благослови их, как мы их благословляем, всяким Твоим благословением, Господи. Прежде всего, крепким здоровьем, Господи. Благослови и духовным, и душевным, и физическим, Господи. Я просто провозглашаю здоровье и радость, Господь, в жизнь каждого ребенка. Господи, надели их силой. Господь, пусть слышат голос Твой. Пусть чудеса будут в их жизни, Господи, во имя Иисуса. А всем, кому нужно, Господи, дай терпение, Господь, и окружи каждого из них таким человеком или такими людьми, которые будут помогать им становиться настоящими людьми, будут вести их по жизни, Господи. Мы просто благословляем. Господи, пусть они здесь в церкви также находят друзей, пусть они в школах находят друзей, где они находятся, Господь, которые будут им надеждой и опорой. Пусть будет так все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Можно... Я так понимаю, детям на детское служение же, да? За прошедшую неделю так много всего произошло, я уже забыл, что вообще происходило. Последние несколько дней у меня выдались напряженные. Может быть, кто-то в курсе, кто-то знает. Но вы знаете, что на прошлое воскресенье меня не было на собрании по той причине, да, что
У нас была ежегодная поездка в Вилюйск и в Сунтары. И раз в год мы посещаем церкви там. И, как правило, приезжает наш епископ Андрей Манжосов. В этот раз также были еще два пастора. Это Сергей Кульман из Хабаровска, вы его знаете, и также Алексей Морщинин с Петропавловска-Камчатского. И причина, почему они все приехали вот для этой поездки, это то, что год назад до этого в Сунтарах Бог избрал. Бог избрал человека, которого поставил там пастором. И у нас заведено в Союзе, что после того, когда вот человека ставят на должность, нужен минимум год, чтобы прошел. Для чего нужен этот год? Чтобы человек, он сам осознал, вообще его это, не его, чтобы люди увидели, приняли его. И через год, если все хорошо, такого человека рукополагают на должность пастора. И вот то, что произошло, прошел год, и было радостно, вы знаете, приехать в Сунтары и увидеть, что до этого там какие-то турбулентность такая была в церкви. Сейчас все хорошо, благословенные братья и сестры, прямо мир, такое прославление у них такое хорошее, очень на наше похоже. Скажу вам, я не знаю, там, наверное, Аня Чуйнова как-то общается, или я не знаю, аранжировки такие, или они специальные песни взяли, просто когда нас нет, они поют только на якутском, и, это круто. А здесь они как бы тоже так брали по-русски, по-якутски, как бы песни, какие-то по-якутски, но очень хорошо, прямо я был вдохновлен этим. Вот, и у нас можно даже несколько фотографий, да, у нас есть же, правильно? Я вам могу... Это я. Там как-то вообще я лучше выглядел. Тут вроде можно уже следующую, это как чешуей. Вот, да, вот. Просто в первый день я проповедовал. Вот это уже воскресное собрание. Вот Николая, пастор Николай, за него молятся. И также вы видите вот здесь тут всех, кого я перечислил. И также пастор из Вилюйска, Прокопий. Вот. То есть мы впятером его рукоположили. Николай со своей супругой, вот ему выдали там сертификат, или как это называется, свидетельство о рукоположении. Вот. Можно дальше. Вот это вся церковь. Не вся. Кто на момент фотографии, в общем, был. Сфотографировались. Вот так много фотографировались там. Это... Почему-то все время говорят все: 1, 2, 3. Я уже привык, что можно просто на кнопочку нажать и стоять ждать, как бы там уже 220 раз сфотографируют, а там все так: 1, 2, 3. И потом 3 человека выходит, и каждый говорит 1, 2, 3, и уже десна сохнут, и как бы... Все, уже можно дальше еще, если есть что-то. Есть там что-то? Все, тогда можно убрать. Чтобы вам просто атмосферу передать. Еще церковь, она такая в Сунтарах очень гостеприимная, они так вкусно готовят. Я даже рад в этом смысле, что уже вернулся, потому что я там объедался, все время. Вот как-то мы покупаем, да, вот что-то. У нас вроде бы и город небольшой, но мы уже покупаем, да, как-то вот из дома. Я не знаю, они, наверное, наверняка так тоже не на каждом собрании же, да? Все это приносят, но вот ради гостей, видимо, знаете, это все из дома, шикарные столы, пироги всякие, мясо там, и, в общем, было хорошо. И так получилось, что братья, они прилетели все через Владивосток, с Владивостока сюда, рейсы у нас нормальные раз в неделю, и так как нужно было субботу-воскресенье находиться там, к нам в церковь они не попали. Обычно мы стараемся, в прошлом году мы приезжали и в Вилюйске, и в Сунтарах были в рабочие дни. Я так устроил, чтобы в воскресенье они были у нас, но тут такое дело, что нужно было рукополагать. И вообще они там сделали конференцию, каждый из пасторов он проповедовал, делился словом. Было вообще очень
очень хорошая атмосфера. И проповеди были разные, но какая-то общая канва, она прослеживалась. И молились за исцеление, люди получали, освобождение получали. Вот. Навеяло что-то такое, знаете, из прошлого. Хорошо. Сегодняшняя проповедь, вот я знаю, что кто-то вот был там в Сунтарах, и, может быть, уже, потому что я буду проповедовать то же самое. В какой-то мере. И я даже в церкви уже что-то похожее проповедовал, но вот Бог прямо положил на сердце. Знаете, есть некоторые вещи, можно сказать, основополагающие. И не знаю, можно ли говорить об этом достаточно. И давайте мы сначала прочитаем место Писания, я вот даже не знаю. Я и так сократил, на самом деле я бы прочитал еще больше. Но мне как-то молодежь говорила, что когда большие места Писания начинают читать, сразу хочется либо уснуть, либо убежать. Но мы же должны Библию читать или нет? Я постараюсь быстро читать. Итак, это Ефесянам с 5 главы, 17 стиха и по 6 главу 4. Зачем мы читаем? Потому что на самом деле, знаете, я слышал много проповедей на эти места Писания, но, как правило, это были отдельные стихи. Вот возьмется какой-то отдельный стих, про него или о нем говорится, но вот это все, это один контекст. Говорится об одном. И мы сейчас посмотрим. Поэтому нам нужно прочитать все, чтобы понимать, что это одна мысль. Хорошо? Итак, Ефесянам 5 глава 17 стиха. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Ты хочешь узнать, что есть воля Божья для тебя? В твою жизнь, в жизнь твоей семьи? Дальше. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Знаете, творческие люди бывают, как бы употребляют что-то для того, чтобы вдохновение пришло. Здесь говорится, не надо для того, чтобы духом наполниться или чтобы себя какие-то особые переживания пережить, не надо бухать. Не надо пить для этого, но, исполняйся духом. Дальше. Смотрите, дальше то, что идет, я сразу уже, мы не будем читать, я, знаете, как-то обычно это в конце делаю, так подвожу интригой, потом как-то что-то раскрываю. Сейчас интриги не будет, я сразу, даже во время чтения вам толкование даю, Смотрите, но исполняйтесь духом, стоит запятая. Вот все стихи, которые идут дальше, вообще все, что вот это написано, это говорится о том, что нам нужно делать для того, чтобы исполняться духом. А духом нам нужно исполняться для того, чтобы познавать, что есть воля Божия. Вы помните? Мысль она вот такая. То есть он говорит, что, ребята, в самом начале еще там стихи, они говорится, что не будьте нерассудительны, дни лукавы. То есть не заметишь, как время кончится. Кажется, что его куча. Поэтому будь мудрый. Познавай, что есть воля Божия. Для этого исполняйся духом. А для этого что делай? Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. То есть для того, чтобы исполняться духом, славьте Бога. Пойте Ему. Это то, что мы делали сегодня. Дальше, запятая, для того, чтобы наполняться духом, нужно славить Бога и благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Будь благодарен за все в своей жизни Богу. Что-то получил, благодари Его. То есть для наполнения Духом Святым нужно Его славить, нужно Его благодарить. Благодаря за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Внимание, запятая. И дальше, для того, чтобы наполняться Духом, нужно что делать? Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. И смотрите, все стихи, которые дальше, мысль, она не закончилась. Все дальше, что написано, это что означает повиноваться друг другу в страхе Божьем. И он начинает с семьи сначала, Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу,
так и жены своим мужьям во всем. Смотрите, обычно все, ну не все, но я слышал, что вот именно этот стих только говорят: жены, повинуйтесь своим мужьям. Да, но сначала-то что было? Жены, повинуйтесь своим мужьям, потому что муж есть глава и так далее. Дальше, вот этот стих, его никто не цитирует. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это то, как мужья, они повинуются своим женам. Вы помните, это то же самое. Мысль, она продолжается. Он говорит: повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. И он говорит, как мы должны повиноваться. Жены, да? Потом мужья. Дальше, давайте мы прочитаем, 26 дальше. Про мужей также говорится. Чтобы осветить ее, жену, очистив баню водную. Здесь про церковь и про жену, да? Посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так мужья должны любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Вот здесь, смотрите, вот этот стих, слово «боится», в новом русском переводе я прочитаю, это 33 стих. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Вот здесь слово «боится» не в том смысле, что она в страхе в угол забивается и боится его. Здесь значение слова, что она почитает, дает, гордится им, дает ему уважение, уважает его. 6 глава. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. И там дальше продолжается, там дальше говорится про рабов, то есть про работников, взаимоотношения, касается всех сфер наших жизней. Начинается с семьи, дальше говорится про то, как мы должны вести себя на работе, есть начальники, господа, есть работники, как мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Должны хорошо работать и так далее, и так далее. Но мы коснемся вот основ, это семьи. Все начинается, как бы основа общества у нас. Еще раз, для чего все это делается? Чтобы наполняться Духом. Соответственно, если ты этого не делаешь, ты славишь Бога, ты Его благодаришь, но с остальными ты не повинуешься никому в страхе Божьем, то что-то не так. Ты не будешь наполняться. Вы понимаете, да? Насколько это важно? И смотрите, мы говорили много про культуру почтения в церкви. Все христианство, оно построено на этом. Я немножко вот отклоняюсь и забегаю. Смотрите, вот такой пример. Наш Господь Иисус Христос, когда был на вечере со своими учениками, помните, когда Он им мыл ноги, что произошло? Они приходят, так заведено было, то есть они ходили в сандалях на босу ногу, дороги пыльные, вы представляете, да? Асфальта такого не было. Кто был в Израиле, камни везде, пылища, и за столом они что делали? Они возлежали. То есть, как на Востоке делают, лицом к столу, ноги в ту сторону. Соответственно, если ты ходишь по дорогам, ноги у тебя грязные. Ты просто приходишь, они все в пылище, в грязи. И было заведено, что был слуга, просто брал это, и чтобы как-то за столом было чисто и опрятно, обувь снимали, грязь с ног смывали, был слуга. Здесь они приходят, слуги нету, ученики завалились прямо так. И Иисус их учит и говорит им, что, ребят, в этом мире у начальников заведено, что они властвуют над теми, кто им подчинен. А у вас пусть так не будет. Тот, кто считает себя большим, пусть будет вам слугою. И он берет воду и идет им и моет ноги. И все в шоке.
Потому что это работа слуги, а он учитель, да, которого все слушают, рави. В этом вот вся суть вот этого, да. И он говорит, что подает пример нам. Поэтому, когда кто-то вот сейчас, начинает там вот, сейчас это не имеет никакого смысла, мы так сейчас ноги не моем, не нужно слепо копировать что-то, вот какие-то, я там смиряюсь, давай я тебе сейчас, Слав, ноги помою, как бы, да, вот смысла в этом нету, вы понимаете, но мы можем по-другому, да, служить, вот это вот повиноваться друг другу в страхе Божьем, внутри церкви в том числе, вот вся суть, которая передается. И я уже почти всю проповедь рассказал, еще не начал, сразу к выводам перешел. Мы в Сунтарах были, когда, я вам говорил, нас так кормили, и мы жили в гостинице, и в первую, знаете, там приготовили, вот мы поели, еще приготовили какое-то мясо по-французски, и мы уже сидим просто у всех, как эти, глаза надутые, не входит, и сестры нам говорят, вы с собой возьмите, чтобы еще вечером перекусить. А время уже 9 вечера, то есть когда там что перекусывать. Мы взяли это мясо, принесли его, поставили, холодильника нету в этом, мы его просто... И даже утром потом не смогли его поесть, потому что еще в Сунтарах в гостинице завтрак принесли. И такой завтрак вообще, каша, каждый раз по-разному, там лепешки, керчик был, йогурт якутский. Просто выше всяких похвал. В общем, до мяса не дошло, мы его обратно в церковь принесли. К чему я это говорю? Дома так делаете, нет? Вот когда остатки пищи остаются и потом, на следующий день. Вот как я помню, когда я был в школе, у меня родители работали в советское время, и как бы они уходили на весь день, оба работающих, поэтому у нас было заведено. Могли суп сварить, кастрюлю, и на всю неделю. И ты ее из холодильника достаешь, и вот я... Знаете, у нас такой суп у отца коронный с капустой. Какой я наелся на всю жизнь. И вот что не будешь, что ли, суп? Я иногда ем, но уже... К чему это остатки? Вот когда почему мы так делаем? Конечно, здорово каждый раз есть что-то свежее, да? Все шикарное, вот только оно приготовленное, но не сравнится с тем, когда ты достал из холодильника. Согласны? То есть остатки, они немножко, так как бы надоедают. Суть в том, что мы делаем для удобства, для быстроты, и не выбрасывать же, да, но как-то по остаточному принципу. И вот сегодня я хотел поговорить, как вообще не относиться в семье, как, по остаточному принципу, как лучшее давать. Потому что когда касается еды, вот это хорошо, но когда касается отношений, и ты по такому принципу, что что-то там достал из холодильника, разогрел, в отношениях нужно свежее. Каждый раз. И это касается отношений мужа и жены, отцов, детей. Вы согласны? И мы сегодня поговорим, как нам не относиться по остаточному принципу. Вы помните, я такой пример уже приводил, но прикольный. Я еще раз приведу, на другую там тему было, как один пастор, он... домой после собрания приходит, и жена из холодильника раз там стол накрывает, все, то, что там осталось. А там уже, они не первый раз все разогревали, и он такой сидит такой, с таким видом вилкой ковыряет, так лениво. И она такая: дорогой, ты забыл благословить пищу. На что он ответил: любимая, я не вижу здесь ни одного куска, за который я не помолился бы, по крайней мере, дважды. Так что я не понимаю, как еще одна молитва, она может помочь этому. Шутка, да, но с таким, знаете, еда нормально. Но в отношениях, когда ты это сразу чувствуется. Итак, как нам вот этот текст, то, что мы читали, как нам не относиться к семье по остаточному принципу? И то, что мы прочитали, Бог, Он говорит, что означает повиноваться друг другу в страхе Божьем. И Он говорит про детей, про жен, про мужей, про отцов. Каждый, да, это 21 стих. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Еще раз. И дальше объясняется, что это означает. И мы начнем снизу. Не как шло по тексту. Начнем с детей.
мы начнем с детей. Вообще вся суть, вот то, что, знаете, для людей свойственно, вообще для этого мира ставить себя на первое место. Вот говорят, что в русском языке 450-500 тысяч слов. Там наиболее употребимые 2500. То есть, если ты знаешь под 2000 слов, можно сказать, что ты образованный человек, можешь ясно выражать свои мысли, а не как Элочка-людоедочка, парниша. То есть словарный запас, если у тебя больше 5 слов, все хорошо. Но наиболее употребимые слова, и это не только в русском, это местоимения «я», «мне», «моё», «мои». Вот эти слова люди употребляют чаще всего. И вот в этом заключается эгоцентричность человека. Весь мир, он построен на том, что если ты сам себе чего-нибудь не отвоюешь, о тебе никто не позаботится. И вся Божья концепция, она наоборот. Да? Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Почитай других превыше себя. Кто хочет у вас быть начальником, тот пусть будет слугою. И казалось бы, ерунда какая-то, как так может быть? Я что, счастливее буду от этого, радостней буду? Я вам скажу, да. Вот в этом великая мудрость от Бога. И мир, он этого не понимает. И люди в семьях, они тянут одеяло на себя. Они там чего-то доказывают друг другу. Они говорят, да ты не прав, а ты там это. Они ссорятся и ругаются. И в итоге оба несчастливы. Дети несчастливы. А концепция заключается в том, что нужно повиноваться друг другу. Нужно почитать друг друга, и все будет хорошо. И человек, он тяжело это понимает. Я пример такой приведу. Мы были на мужском как-то, на Сахалин я ездил. Мужское собрание, и парень там встал, консультации были. И вот он там спрашивает и говорит, как мне быть? У меня жена, я знаю, что она не права. И она вообще не принимает, и я ей доказываю, я ей там говорю, она же не права. И я такую фразу услышал у Олега Попова из Москвы. Я думаю, он не первый, кто сказал ее. Говорит, ты хочешь быть правым или счастливым? Я уже говорил это в церкви, у нас. Я для себя давно решил. Я хочу быть счастливым. Поэтому кто-то должен сделать. И все спрашивают, кто должен первый? Кто умнее, тот и должен. Ты хочешь быть прав или счастлив? Выбирай, оно тебе надо вообще Более того, когда человек, он так говорит, я могу сказать, что не совсем готов к браку на самом деле. Когда ты хочешь доказать свою правоту, но ключевая вещь, которая то, что здесь говорится, смотрите, здесь не говорится, в чем проблема вообще во многих церквях, когда берут этот стих, что жены повинуйтесь и начинают проповедовать. Что жена, ты должна слушать мужа, и как будто ничего другого оно нету. В этом начинается проблема. Но здесь здесь не говорится о том, как другие члены семьи должны поступать по отношению к тебе. Вы улавливаете разницу? Здесь не говорится, что мужья, ваши жены должны повиноваться вам. Жены, ваши мужья должны любить вас. Дети, родители не должны вас раздражать. Нет, здесь не об этом говорится. Но здесь говорится каждому конкретно, что ты должен делать. Что жена, люби мужа. Почитай мужа своего. Муж, люби жену свою. Говорится лично. Это так же, как у нас с верой, когда люди, знаете, я буду молиться, я изменю своего мужа. Да нигде не говорится, что ты должна его изменить. Говорится о том, что ты должна измениться. То же самое про мужа. Ты должен. Когда ты меняешься, потом ты своим... Люди видят твое изменение, и этой трансформацией ты меняешь его. Может быть. А может быть и нет.
Но суть в этом заключается. Ты не призван к тому, чтобы ходить и там на других руки возлагать в семье и говорить, что вы там меня должны почитать, вы меня там должны любить и так далее. Нет, это вот мирская концепция, вот этот эгоизм. Здесь все говорится про то, что должен сделать каждый. Да, ты конкретно. Не то, как другие поступают, должны поступать по отношению к тебе, но как ты должен поступать. Итак, давайте мы посмотрим. У нас часы так и не поменяли, да? Или поменяли? Их отремонтировали, они же сломались. Жизнь-то меняется к лучшему. Нет, слава Богу. Я к чему это, что, знаете, когда... Ну ладно. Обычно, если сам не сделаешь, оно не меняется. А тут как бы... Я же помню, что они сломались. То есть кто-то же позаботился. Слава Богу. Итак, начнем с детей. Это 6 глава, Ефесянам 1-3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вообще, на самом деле, во всех народах, ну как-то, я не знаю, где-то есть по-другому, как-то само собой разумеется, что дети, они должны слушаться родителей. Да? Ну, просто здравый смысл. У родителей опыта больше. Да? И у нас, в принципе, не так много детей, подростков как бы здесь, да. Поэтому я как бы быстро пробегусь. Но вообще на самом деле с момента грехопадения, когда Адам, он согрешил в Эдемском саду, в человеке просто внутри заложен бунт. В том числе у маленьких детей. Вот вы посмотрите, казалось бы, там вот ты ему говоришь, не делай так, не делай так. Стоишь, тут только руку отпустил, он возьмет и, ну, то есть вот такой вот шкет, и тут же сделает, и посмотрит на реакцию, да? Бунт, он есть как бы в самом начале. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь говорится о том, что это единственная из 10 заповедей, которая была дана, и у которой есть обетование. То есть есть обещание, что если ты ее будешь исполнять, то тебе будут какие-то плюшки, да, бонусы. Слушайся, почитай отца свою мать, и что? Будешь долголетен на земле. Я когда смотрю вот на народы, которые, знаете, на Кавказе, например, вот там почтение старших, оно возведено в культ. У них очень много долгожителей. Я не могу сказать, что все там живут долго, но много. И если это соотносить с Библией, знаете, есть прямая взаимосвязь. В Японии, вообще вот восточные народы, там Корея, то есть они старших почитают, уважают. И Бог сказал, что, знаете, это работает вне зависимости. Да? Веришь ты, не веришь, почитаешь отца и мать, продлятся дни твои на земле. И в 1 стихе, вот то, что мы читали: «Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость». Часто бывает, что очень тяжело повиноваться, знаете, конфликт отцов и детей, он не в этом веке возник, был всегда. Потому что у детей, вы понимаете, у подростков, у них мозгов еще нету, зато гормонов у них выше крыши. И гормоны, они бурлят, и они мозгами особо не думают. А когда человек, он идет уже к определенному возрасту, там все наоборот. С гормонами уже все похуже, зато мозгов немерено. И вот как бы, просто конфликт на чистом месте, вы понимаете. Это природой заложено. Но говорится, что выбери просто, что ты будешь слушаться своих родителей, потому что этого требует справедливость. И я скажу больше, если это не касается каких-то противоправных действий, да, если тебя родители не призывают там где-нибудь посторожить, пока они что-то там таскать будут, или еще что-то, если это не угрожает твоей жизни,
Просто сделай выбор, что ты будешь слушаться. Это угодно Богу. Но это уравнение имеет вторую часть. Да? 4 стих говорится: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Лучшее, что может сделать отец, это научить своих детей вот в наставлении Господнем. Показать им, что есть Бог. Но, здесь смотрите, не раздражайте. Я часто сталкиваюсь, вот когда встречаю людей своего поколения, и когда они разговаривают с детьми со своими или с молодежью, я смотрю на них, и мне кажется, что они забыли, что они сами когда-то были детьми. Ребята, у нас никто вот так, в пиджаках не рождается, да, и там в брюках. Мы все маленькие были когда-то. Вспомните, что вы тоже были маленькие, что вы тоже были подростком. Поэтому я как-то, стараюсь, не всегда получается, но я помню, как это было. Вы тоже помните, не раздражайте их. Понятно, что сейчас хочется спокойно посидеть, чтобы тебя никто не трогал. А они прыгают вокруг, им и это надо, и то надо, и туда поехали, и здесь поехали. Но не раздражайте их, помните. Аминь. Пока хорошо все? Не очень сумбурно? Кто-нибудь что-нибудь скажите уже. Нормально? Спасибо. И по поводу наказания. Здесь вообще на отцах лежит ответственность, это за воспитание детей. По разным причинам у нас как-то многие отцы не отстраняются, но наказание в том числе это тоже на отцах. И наказание, когда я говорю, это не только физическое или не столько физическое, потому что есть разные мнения, у нас сейчас вообще гуманизм везде, да, и детей наказывать нельзя. Лично мое мнение, мое лично, я вообще ни на чем не настаиваю, что иногда физически, отшлепать, это нормально. Особенно мальчиков. Да? Все зависит от ситуации. Но нужно понимать, что вообще суть, она не в том, чтобы кому-то набить попу. Да? Суть не в том, чтобы причинить физическую боль. Потому что физическая боль это не самое страшное, что может быть. Вы понимаете? Но наказание, оно может быть разным. Да? Кого-то лишают чего-то. Или, помните, я такой пример тоже приводил, когда один отец, он там, не помню, там сыну говорил, что тот то ли курить начал, то ли выпивать, говорит, еще раз придешь, все, я тебя выпарю. И он приходит, от него запах, он говорит, там теннисный стол, ракетку бери, иди сюда. Он ему приносит ракетку, он его ложит через колено, замахивается, хлесь. Тут звук слышит, а боли не чувствует. Потому что отец, он себя по ноге лупит. То есть мимо. Он просто говорит ему, вот я хочу, чтобы ты понял, каждый раз, когда вот такая вот фигня происходит, ты мне боль причиняешь просто. Копировать не надо это, да, но суть в том, что это было в эту конкретную ситуацию. У нас у всех разные семьи, разные там это. Но еще раз я просто хочу подчеркнуть, что никогда не наказывай в ярости или в гневе, потому что чревато, я по себе сужу. Там вот эта грань, она, то есть не можешь здраво. Во-первых, мужчина, если особенно он здоровый, в ярости ты не рассчитать можешь и так далее. Это может вообще там, в прямом смысле физическое там это избиение перейти. Но суть в чем? Наказание, оно должно, какая-то мораль. Мы не унижаем, мы поднимаем человека. Вы понимаете, да? Все, с этим разобрались. Переходим к интересной такой части. Вот этот стих, который: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». 5 глава, 22 стих. Вы знаете, в Сунтарах это прямо такой, на этом месте надо было проповедовать. Прям зашло, потом сестры подходили. Я так понял, что там очень актуально, потому что женщины везде рулят там, я так думаю. Вот, потому что восприняли это все. И удивительная вещь, я опять вперед забегаю.
Ладно, мы сейчас раскроем это, наверное. А что это вообще означает? Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот представьте, если Иисус пришел сейчас, и Он ходит, и вот Он пришел к тебе в дом, вот как бы ты с Ним обращалась, так и с мужем обращайся. Нормально будет. Но Павел, он дальше, да, разворачивает то, что мы читали вот в новом русском переводе. А жена пусть почитает своего мужа. И кто-то может сказать, ну, круто ты говоришь, конечно. Только мужья, они что-то как Иисус не выглядят. Да? Еще больше того, они не ведут себя, как Он. Помните, я тоже такой пример рассказывал, как маленькая девочка 2 года. И вот она подсела на мультики и посмотрела мультик про Золушку. И все у нее там Золушки кругом, она ходит в платье, кружится. И мама сидит, красится перед зеркалом. Стоит фотография свадебная. И она подходит, видит фотографию, говорит: мама, ты прямо как Золушка в красивом платье. Да, я как Золушка. И ты прямо как Золушка замуж вышла. Говорит, да? Прямо как Золушка вышла замуж. Потом такая пауза. Ма, ну ты вышла замуж не за принца, ты вышла замуж за папу. Знаете, я вам скажу, что часть счастливого брака заключается в том, когда и муж, и жена, они понимают, что они взяли себе во вторую половинку человека с изъянами. Нет совершенных людей. Если ты будешь все время искать принца на белом коне, помните, как Борис Кохан говорил? Пришел почтальон и принес пенсию, пока ты его ждала. У каждого человека есть какие-то недостатки. Это часть просто вот, ну, это необходимо понимать. И у твоего мужа тоже есть недостатки. Но, несмотря на все на это, Бог, Он просит тебя и говорит, что отдавай своему мужу лучшее, да, не по остаточному принципу. И мы не про еду сейчас говорим. И в соответствии вот с тем местом Писания в Ефесянам, что лучшее жена может дать мужу? Что же это такое? Это уважение. Лучшее, что жена может дать мужу, это уважение, это почтение. И когда мы были в Сунтарах, знаете, у меня там сестра, ну, несколько вот человек подходили, вот что делать, как бы муж, вот он ничего не хочет, и вот он там пьет, я там прихожу, и вот он там это, я там зарабатываю, я там и то делаю, а у него уже никакого интереса. Я говорю, вы на него часто орете? Ну, да, вот как бы бывает. Пытаюсь, вот сдерживаю, там, приду вроде бы все это, но он опять выйдет там весь такой. Вроде бы все хорошо, опять на него наору. Знаете, все заканчивается тем, что мужчина понимает, что бы я ни делал, результат будет тот же. Все равно на меня наорут. Так зачем стараться? Мужчина очень примитивный в этом смысле. Он никогда не ломает то, что работает. Вот если что-то, например, происходит, и женщина думает, я его там изменю, я вот там это. Это знаете, почему вот гражданский брак не работает? Ну, то есть сожительство по-нашему. Гражданский брак вообще на самом деле это тот, который зарегистрирован в ЗАГСе. Да? Но у нас называется обыкновенное сожительство браком. Весна пришла. Капает у нас. Ты говоришь, ну ладно. Вот. Зачем? Его все устраивает, ему как бы готовят. В постели все нормально. Зачем жениться? Обязательства какие-то. И женщины думают, что я там его уговорю, как-то там прогну. Но оно не работает так.
Мужчина никогда не будет ничего менять. И, знаете, более того, я куда-то вообще в другую сторону пошел, но последнее скажу и закончу на этом, что если вся эта история заканчивается тем, что люди идут и расписываются, вы знаете, что 90% таких браков, они распадаются. И 70% они распадаются в течение первого года после этого. Казалось бы, вроде бы там пообвыклись, пожили, да просто отношения строились неправильно. Ладно. Но если жена, знаете, вот проводились соцопросы, много, ну, я не знаю, как у нас в стране, я просто смотрел заграничные, и вот часто, что мужчина, он ожидает от своей жены. И прежде всего, знаете, он говорит, что, ну, она как-то меня мотивирует, она гордится мной, да. Мужчина нуждается в том, чтобы в нем нуждались. Если женщина, сейчас у нас просто совершенно другое общество. Многие женщины зарабатывают гораздо больше, чем мужчины. Да? И раньше, когда нужно было там оленя завалить, шкуру снять и так далее, мужчина был необходим. Сейчас можно, женщины прекрасно сами справляются. И это прямо такая вот ловушка и опасность. Мужчине нужно, чтобы в нем нуждались. Если женщина никогда ничего не просит, она ничего не делает, у мужчины падает самооценка. Зачем я нужен? Что я там сделаю, если там, ну вот она там сама все там. И вот все заканчивается тем, что пойду в гараж с друзьями там. Дома либо бензопила работает, а здесь никто не... На рыбалку поеду. Не, на рыбалку вообще нормально на самом деле, но когда вы понимаете, если мужчины, они зависают, если прямо вот тенденция такая, да, вот куда угодно, но не домой. Что-то здесь не так. Да? Мужчину должно тянуть домой. А почему его должно тянуть домой? Я вам скажу. Потому что мужчина дома, он отдыхает. Мужчина приходит домой, и вот он весь этот мир пытается там, атакует его, какие-то он там добытчик ходит, что-то делает, он устал, он пришел. Его психология устроена так, что нужно выключиться, и чтобы тебя никто не трогал. Минут 15. Я прихожу, все. Раньше кто-то сидел, и телевизоры мужчины смотрели, я не знаю сейчас, если у кого остались, еще смотрят, нет. И вот он сидит, там каналы листает, ему вообще все равно, что там показывают. Можно звук выключить. Он не смотрит, он просто ушел в себя, залез в свою пещеру там. Знаете, его нужно не трогать. А что происходит? Жена, весь день она не видела. Ей что нужно? Ей нужно поговорить и обсудить все. И у нас сразу возникает конфликт. Один хочет сидеть, и чтобы его никто не трогал, а другая хочет там срочно чем-то поделиться. Надо находить какие-то компромиссы. То есть жене нужно 15 минут просто, дай ему время, пусть он посидит. Да? Вот в этом ты повинуешься своему мужу. Страхи Господа. Ты же знаешь уже, что он это. Пусть посидит немного, отойдет. А если он только с порога зашел, и ты такая, опять там это не убрал, и я там... И вот только человек заходит, и то же самое с детьми бывает. Знаете, вот когда ребенок, он пришел со школы, ну улыбнись ты ему, скажи что-нибудь приятное. Потом уже отчитаешь за что-то, через, ну не в первых предложениях. Вы понимаете, да? Чисто такая психология. Кто захочет идти, если тебя дома так встречают постоянно? Да? Это просто такие лайфхаки. Как бы... Я что-то в другую сторону полез, но, наверное, надо. Просто вот у меня знакомые есть, и вот у нас Анна Рысматовна приезжала, она как психолог тоже вот работает, и это хорошо, когда психологи, они хорошие. Есть мирские хорошие психологи, потому что, ну, мужчина и женщина, они отличаются. Вы понимаете же, да? Не только физиологически, физически там, мы вообще разные все. Я вот пример приводил, я, например, если во двор заезжаю, когда, вот у нас здесь на машине, за рулем, навстречу едет, например, женщина, девушка. И какая-нибудь нестандартная ситуация.
Ну, имеется в виду, все знают, что мы справа и должны разъезжаться и так далее. Но если сидит мужчина за рулем, мы каким-то образом, я не знаю как, мы разъезжаемся. Если сидит женщина, мы часто как-то какой-то тупняк начинается. Смотрите, внимание, не потому что кто-то хуже, а кто-то лучше, а потому что мы по-разному думаем. Потому что по статистике женщины, они гораздо лучшие водители. Они более аккуратные, они соблюдают скоростной режим, они меньше нарушают и так далее, и так далее. Мужчины, они, это опять же гормоны. Женщина садится за руль, это что? Транспортное средство. Мне нужно доехать из точки А в точку Б. Мужчина сел, ему надо как бы показать себя, понимаете? Поэтому там вот все машины там увешиваются чем-то, что-то там делается, там вот такое, знаете, какие-то там диски меняются. Кому они там нужны, эти диски, да? Но это вот мы по-разному просто устроены. Мужчине не нужно что-то достигать, ему нужно что-то делать. Женщине этого не надо. Это не означает, что женщина, она хуже. Это означает, что она другая. И мужчина, он другой. Понимаете? Это все просто, И нам нужно как-то научиться жить вместе. Да? И Бог, Он нам показывает. Вот есть инструкция. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. И дальше расписывается. То есть жена, почитай мужа, люби, хвали его. Там про любовь даже не сказано. Просто хвали его и все. Гордись им. Понимаете, мужчина, он чувствует нормально. Если где-то вы в компании друзей, и ты ему говоришь, а вот мой там сделал, вчера полку прибил. И ты ему говоришь не так, что вот там наконец-то там вот 3 года просила, и тут у нас событие. Он наконец-то закрутил этот саморез. Или муж там тоже, да. Жена такая ворчливая у меня. Уже май на дворе, она все, вынеси елку. Да? Но мы почитаем друг друга, да, нужно находить компромиссы вот эти. Женщина должна мотивировать именно вот этим. И понимаете, вся проблема в том, что женщина, она хочет замотивировать, она хочет это делать, но она не понимает как. Она думает, что если она будет его просить, в смысле не просить, а вот так, как нужно просить? Вот женщины, скажите, как нужно просить мужчину? Вот. Помоги, пожалуйста. Потому что, знаете, это редко когда так происходит. Вот из моей практики, то, что я сталкивался, все ходят, уже рассорились. И ты ее спрашиваешь, а что ж ты его не попросишь-то? Он сам должен догадаться. Как? Как он должен догадаться? Я вам скажу, что оно так не работает. Мужчина, он обычно не догадывается. Если ты хочешь получить результат, надо попросить. Просто, пожалуйста, прикрути. Еще раз, смотрите. Я думаю, наверное, это нужно. Почему я так куда-то немножко в сторону ушел? Почему мужчина часто не делает какие-то вещи? Вот есть такой принцип как бы неприкрученного плинтуса или какие-то, знаете, я вот у себя дома, например, я вот всегда говорю, что что-то делаешь, вот дом строишь, нужно делать все сразу. Вот что-то не доделал, оно потом может быть годами. Висит, знаете, вот у меня провода. Я там думал видеокамеру на входе поставить, еще что-то сделать, какой-то до сих пор все эти провода висят, кондиционеры там в каждую комнату, провода-то надо сразу вывести. Теперь они вот так вот торчат на белых стенах, и какой-то ужас. Но суть в чем? Я вам расскажу лайфхак, как мужчина, он думает. Мужчина, он решает глобальные задачи. Я же дом построил, стены есть, крыша есть, все есть. А плинтус, понимаете, он не считает это важным просто. Чтобы мужчина захотел что-то сделать, он должен осознать, что это важно, что это нужно. Но для женщины вот там это важно, вот там уют какие-то, цветочки, мужчине это не нужно. И поэтому он не делает. Вот и все. Это не потому, что он такой негодяй, коварный. Мужчина заточен на то, чтобы решать какие-то глобальные задачи. Ему надо горы сворачивать, понимаете, какой-то подвиг совершать. А вот эту ерунду какую-то там, кому она нужна? И поэтому он ее не делает. Но нужно объяснить, сказать, а для меня это важно.
Он должен осознать. Понимаете? Часто, когда люди, они приходят к психологам, знаете, я такую пару видел, они говорят, что вот наш психолог, он сказал, что если мы не сходимся там, в 3 областях, в 3 сферах в жизни, то наш брак, он обречен. Ну, надо разводиться. Я могу сказать, что ваш психолог идиот. Просто когда мне говорят, что мы несовместимы, я вот слышу, что люди просто слишком ленивы для того, чтобы что-то делать, идти, знаете, наступить на горло своей гордости, для того, чтобы спасти свой брак. Для того, чтобы начать почитать кого-то. Вы помните, для чего мы это вообще в конечном итоге делаем? Для того, чтобы духом наполняться, для того, чтобы волю Божию познавать в своей жизни. Смотрите, как у Бога все работает. Я подчиняюсь кому-то, я кому-то служу. Это то же самое касается церкви. Казалось бы, я там вроде бы себя смиряю и как бы ниже становлюсь, но все начинает работать. Я счастье нахожу. Итак, отдавая мужу лучшее. Не по остаточному принципу просто. Задумайся об этом. Итак, уже закончим с этим, перейдем к мужьям. У нас мужчин не так много, поэтому я просто прочитаю и все. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это 25 стих. И на самом деле, посмотрите, какое сильное слово. Он сравнивает, что как муж должен любить, да и муж глава жены, как Христос глава церкви. Но Христос что сделал за церковь? Умер. Он отдал себя за нее. Вот так муж должен любить свою жену. И это заключается не только в том, что мужчина, он дает физическую защиту, в том числе, но он должен давать жене эмоциональную защиту. Потому что женщина, она вот такая, она сложная. И мужчины, они не понимают этого. Кто здесь? Опять же, это мы, потому что мы разные. Мужчина, он не понимает, что женщина, она, ей не только нужно, вот знаете, там, она нуждается в том, чтобы к ней прикасались. На физическом уровне у нее потребность, чтобы ее гладили, трогали, какие-то вот прикосновения такие вот. И многие мужчины, они такие, в смысле? Но это нужно. И женщина, она такая, знаете, женщина, вот как мы говорили, если мужчина, он дома что? Он отдыхает. А женщина что дома делает? Работает. Для нее дома не отдых вообще. Ее нужно куда-то выводить. Если ты просто пошел погулял куда-то, уже как бы круто. Тебе может быть и все равно, но для нее это нормально. Сходить в гости, сходить в кафешку. Главное ее потому что мужчина, он хочет оставаться дома. Меня никто не трогает, я сяду, посижу, но женщину надо выгуливать. В хорошем смысле, вы понимаете. Нужно куда-то возить, нужно куда-то, и этому нужно посвящать время. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Смотрите, да, здесь интересная параллель. Помните, там еще потом дальше будет, что оставит мать и отца, и будут одна плоть. Плоть одна, это как одно тело. Ты должен любить так, как себя. Когда себя любишь, как себя, то есть любишь жену, ухаживаешь за ней, делаешь все для нее, и тебе будет хорошо. Лайфхак для мужа. Казалось бы, этот мир, он говорит все обратное. Надо на себя одеяло тянуть, надо все делать, но оно так не работает. Бог сказал, что нужно смиряться, почитать, и мужья любите как себя, вот как ты для себя делаешь, потому что кто-то может сказать, что да ты посмотри на него, он как выглядит, он себя не любит. Но это только кажется, это просто если
Поверьте, он старается. Просто вот как-то, ну как может, так и одевается, например, да, или вот как может. Но ни один мужчина, вы заметили, они любят поесть. Ни один мужчина не любит там сидеть на голодном пайке или есть там, не знаю, какие-нибудь опилки, лебеду, там, не знаю что. Вот как о себе заботишься, так должен о жене заботиться. Если ты так о ней заботишься, тебе будет хорошо. Я могу засвидетельствовать. И это то, как Бог, Он ожидает, да, чтобы ты, как о своей плоти. Здесь, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Как Бог заботится о церкви, питает и греет ее, так и ты должен заботиться о жене. Ой. Когда мужчина, он понимает вот такие вот, знаете, тоже вот лайфхаки, он понимает, что женщина, он должен понимать, что она по-другому устроена. Ты приходишь с работы, вот мы эту ситуацию, да, например, и у тебя какие-то проблемы, например. Вот я прихожу, если у меня проблемы. У меня бывают проблемы. Знаете, что я делаю? Я уползаю в пещеру. Как мужчина решает свои проблемы? Он уходит в себя. Он уходит в себя и там что-то думает, масло гоняет, успокаивается, что-то делает. Как женщина решает свои проблемы? Женщине нужно обязательно это обговорить. Женщине нужно обсудить с кем-то. И в процессе обсуждения, я не знаю, у нее там пар выходит, как-то там мысли как-то в порядок приводятся, она успокаивается. Сразу опять конфликтная ситуация. Одному надо помолчать, посидеть спокойно, другой надо выговориться. Если мы это понимаем, то есть нормальный мужчина, то есть нормальная жена сначала, она его не трогает, пусть посидит, и потом потихонечку, как бы можно там что-то спросить или это. Но, внимание, вот мужчины, нормальный мужчина, он должен понимать это, и он должен понимать, что женщина, это у нее потребность, как у нас, я не знаю, во многих вещах это физиологическая потребность выговориться. Если женщина, она не выговаривается, она никому не изливает это, начнутся проблемы. Начинаются проблемы со здоровьем, начинаются проблемы здесь. И умный мужчина, ну или не умный, опытный уже в браке, он понимает, что если жена замолчала, то это что-то не то. Это очень плохой сигнал. И если она молчит, и ты ее спрашиваешь, и она тебе ничего не говорит, нужно ее разговорить. То есть нужно задавать какие-то вопросы, пусть она что-нибудь тебе скажет. Потому что ничего хорошего в этом не будет. Да. Потому что оно копится, 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 и потом оно там или тарелки полетят, или начнут пилить и так далее. Вы понимаете, да? Поэтому мужчина должен также восполнять потребности жены, как и жена должна восполнять потребности мужа. Его хвалить, а он должен ее выгуливать, выговаривать и восполнять в этом потребность. Потому что я вам больше скажу, вот все измены всякие, которые начинаются в браке, они от чего происходят? Почему люди вообще вот где-то вот... Так же не бывает, что ни один нормальный мужчина вот в трезвом уме, он не побежит куда-то на сторону. Я вас уверяю. Зачем? У меня здесь семья, у меня жена, у меня дети. И мужчина, он любит то, во что вкладывается. Вот просто мы были, там Манжосов рассказывал про любовь, он говорил, что любовь, она, это глагол, она действует. И вот как мужчина любит. Вот он машину купил, если он ее любит, и он там что-то делает, там обустраивает ее, и потом какое-то время проходит, и нужно продавать. Он говорит, как я ее продам, я столько в нее вложил. Ну, не хочется прямо такие параллели или как-то быть грубым, но мужчина вкладывается в свою семью, он все делает, он никто в здравом уме не захочет ее разрушать. Почему же кто-то куда-то бежит или жена куда-то бежит? Все начинается с мелочей. Если ты не выговариваешь свою жену, найдется какой-то подлец, который будет ее выговаривать.
который там будет ее слушать и там кивать. И вот она возникла связь. Ничем хорошим это не закончится. Но вот это вот искра над... И так люди думают, вот наконец-то меня. И мужчина то же самое. Почему он куда-то уходит? И часто, знаете, бывает такое, что, казалось бы, ушел к той, которая внешне не привлекательна. Совершенно там это, но зачем? И все такие в шоке. Как такое возможно? Жена красавица, умница, а он какой-то там страшили ушел. Слушайте, она нуждается в нем. Она делает что-то, вот она такая, да, никакая. И она нуждается в защите. И она просит его, и у него поднимается самооценка, он это все делает. И понеслась. Опять же, скорее всего, ничем хорошим тоже не кончится. Но вы понимаете, да? Концепция в чем? Мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Мы должны служить друг другу. Что это означает? Это означает не по остаточному принципу. Мы должны восполнять потребности друг друга в браке. И здесь вот, написано скупо, что жена почитает мужа своего, а муж любит жену свою. Но вот если любит, вот он ее и выгуливает, и выговаривает, и заботится о ней. И часто мужчина такой, я вообще не понимаю, что она сидела там, и все, и началось там. Да потому что, нельзя женщину так оставлять. Потому что если женщина просто сидит, она что начинает делать? Она начинает думать. И мужчина, он не может расстроиться, если вот он просто сам по себе сидит. Вот я сижу, и если у меня нет входящих звонков, я ничего не читаю, у меня никакие плохие новости извне не приходят, мужчина, он в порядке остается, он не расстраивается, у него никаких проблем. Но если женщина, она сидит одна, и никакой информации не приходит, она расстраивается, может расстроить, не обязательно, но потому что женщина это очень сложный организм, в отличие от мужчин, да? Там примитивно все, включил, выключил и во многих отношениях. Женщина, там у нее куча всяких настроек и гораздо все сложнее. Оно смешно, но мы должны понимать это. Знаете, как вот кто-то, пример, я слышал такой пример у какого-то психолога, что например, вот у нас гитара есть, вот эта электрогитара, есть у нас акустическая гитара. Вот мы ее настроили, мы ее поставили, ты ее не трогаешь вообще, ничего не делаешь, ты придешь через неделю, она расстроена. Так это гитара, а тут женщина. Да? Она может расстроиться. В смысле, вот у нее совершенно очень сложный гормональный фон. Когда начинаются там вот еще изменения возрастные, там вообще какой-то капец. Видите, как махнул рукой. Да, подтверждение. Мужчины должны учитывать это, должен понимать. То есть нужно разговаривать и нужно относиться, расстроилась, да, поговори, спроси что-нибудь. Да? Вся суть, что мы должны почитать друг друга выше себя. Служить, это труд. Брак это труд. Это любовь, это труд. Это глагол, ты что-то делаешь. Не бывает, что ты просто сидишь и ничего не делаешь в семье, ни для детей, ни для жены, и у тебя все замечательно. Если ты так думаешь, что так бывает, это утопия. И твой брак ничем хорошим не закончится. Хочешь иметь счастливую жизнь, для этого нужно работать. А для этого нужно понимать, да, вот такие тонкости, отличия между нами и восполнять их. Я вам такой пример приведу уже, я что-то вообще не понял, про что я хотел там проповедовать. Я центральную эту мысль же довожу, что конечный результат, мы наполняемся Духом Святым, мы познаем волю Божью в нашу жизнь, в нашу семью, в наших детей. А для этого наш образ жизни вообще должен быть. Здесь мы коснулись только членов семьи. Но
Мы в церковь приходим, то же самое. Если ты тянешь одеяло на себя, если я тут весь хожу, вы все дураки, а я один умный, стою весь в белом. Да, у меня план, такое у тебя отношение, такое поведение, ты так показываешь. Ничего хорошего не будет. Но если ты служишь людям, если ты смиряешься, все работает. И будет и почет, и уважение. Потому что Бог что говорит? Что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь. Я вам хочу в заключение, наверное, рассказать историю правдивую. Я рассказывал, по-моему, но не суть. Семейная пара, дома были гости, и вот вечером гости разошлись, и жена уставшая, она там одела фартук поверх своего платья и стоит на кухне, моет посуду. Перчатки там одела, там все раскладывает и так далее. И вдруг слышит, за спиной там муж подошел и говорит: а что, красотка, пойдем погуляем? И она такая, слушай, с радостью снимает фартук, снимает перчатки, они идут, гуляют, у них классный вечер, возвращаются, все довольны. Прошло несколько лет. И потом муж, он сознался дочери своей, не жене, тоже, кстати, мудро, что на самом деле он обращался к собаке, которая лежала у жены в ногах, и было время ее выгуливать нужно было. И это я к чему? Импровизировать надо. Даже так, если оно, знаете, пошел и погулял. Бог, Он помещает, знаете, вот и в такие ситуации. То есть оно бывает, если так не работает, вот такой казус. Если бы сказал, да не, это ж я не тебе, я собаке. Представляете, как бы она себя чувствовала? Итак, ключевой стих, не ключевой это то, что нам нужно наполняться Духом Божьим для того, чтобы познавать волю. Но для этого, вот помните мы должны прославлять Бога. Потом благодарить Его. Благодарить просто, знаете, вот это отдельная тема, неблагодарные сердца. Это очень важно. Потому что в неблагодарное сердце, А суть вообще в чем вот здесь вся? В том, что... Давайте я вам прочитаю сейчас. У меня нет этого местописания, может быть, кто-то напомнит, но есть такое местописание, помните, что вы храм Духа Святого. Да? Бог, Он внутри нас сейчас проживает. Нету храма, который евреи строили, да, и который был разрушен. Дух Святой пришел, Он обитает вокруг нас. И Он нам здесь показывает, что если мы хотим наполняться им, чтобы Он обитал внутри нас, мы должны славить Бога, мы должны Его благодарить, и мы должны повиноваться друг другу. И тогда Он чувствует внутри нас себя комфортно. Он тогда нас наполняет, тогда Он обитает. Если ты что-то не делаешь, ты там, не знаю, богохульствуешь, ты ведешь непонятно какой образ жизни, ты там домашних своих угнетаешь и так далее, ему просто некомфортно внутри. Не в том смысле, что он куда-то убегает, но вот представьте, если, например, вас в гости позвали, например, я вас в гости позвал, вы пришли, у нас кот есть, мы его периодически стрижем, но он все равно линяет и линяет. И если не убираться, шерсть, она везде. И вот вы приходите, все везде в шерсти, туалет месяцы у него не вычищали, зеркала все в грязи, раковина полна посуды, идешь, и у тебя непонятно, что там к ногам прилипает. Комфортно? Как-то не очень, да? То же самое. Если мы хотим, чтобы Дух Святой, Он в нас обитал, Ему должно быть комфортно. Мы должны других почитать. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Ему тогда комфортно становится в нашем теле, в нашем храме. И это вот вообще вся концепция христианства в этом. Что мы повинуемся друг другу в страхе Божьем. Аминь.
Я даже нормально уложился. Практически все из проповеди убрал. Примеры какие-то. Жертвования. Кстати, я вам забыл сказать. Смотрите, коробка. Это тот самый пульт. Цифровой пульт. И мы его, наверное, сейчас везде концерты начинаются, праздники. И вот звукорежиссер, которого мы нашли, он занят до 10 числа. Когда все закончится, мы его, наверное, подключим. Но придется опять его здесь ставить, потому что мы не докупили еще некоторых вещей. Он должен стоять вот там. Соответственно, вы же понимаете, его надо чем-то соединить. Вот, нужно 30 тысяч рублей, чтобы соединить, кабель стоит. И коробочка, которая сначала сюда подключается с этой стороны, она стоит 100 тысяч. Со временем, вот, мы просто ждем еще ковровое покрытие, вы помните. Не знаю, говорят, отправили, идет. Вот это Семен отправлял, наш брат. Он был в Москве в этот момент. Вообще все там, слава богу, срослось чудесным образом. Мы, кстати, чуть и коробочку вот эту не купили. Потому что прямо такая цена привлекательная, бэушная тоже. То есть вместо 100 тысяч она стоила 60 тысяч. Я Семену уже деньги отправил. И мы собрались ехать в Сунтары. И вот я уже ночь. И тут с Москвы смс-ка приходит: не покупайте ничего, это мошенники. Я слегка заволновался, позвонил Семену. Говорю, никому ничего не отправляй. В общем, там не это, какие-то мошенники оказались. Слава богу, Бог отвел. Ничего страшного, мы не пострадали. Вот. Зато у нас тут вскрылось другое. У нас есть одна сестра, возлюбленная Галина, которая в Германии живет, помните? Пастор Сергей у нее. И я попросил ее микрофоны найти, потому что вот нам нужны немецкие микрофоны, они стоят в 3 раза дешевле, чем в России. Вот не знаю, если получится, помолитесь тоже, чтобы у нее разумение было. Мы так все вроде договаривались, она думала, что это нужно отправить какой-то транспортной компании, у нее там муж какое-то строительное оборудование другу собирается отправлять. Сейчас просто проблема что-то, привезти с Европы, заказать, деньги перевести. И вот мы что-то долго-долго разговаривали, а потом оказывается, что она в конце марта в Якутск собирается. У меня аж челюсть выпала, я говорю: Галя, так ты в сумочку положи. Там же все большое, там какие-то, говорю, вот такие вот микрофончики. Коробочки можно выбросить, микрофончики сложить и чудесно доехать. Там 2 килограмма будет. Вот если это... нам нужны микрофоны для барабанной установки. Их нужно очень много, вы не поверите сколько. Вот нам нужно хотя бы сейчас 5 штук купить. Потом надо еще докупить 1, 2, 3. Еще 1, 2, 3, да, еще 3. Но те 3, они американские, и цена, она что в Германии, что в России приблизительно сопоставима. Но вот немецкая стоит там дешевле, то, что нам надо. Поэтому молитесь тоже за это. И вот сейчас давать будем, можете давать тоже. Потому что я прямо чувствую, что нам, знаете, вот время ковровое придет, нужно его делать. Нужно вот еще, чтобы вода у нас не капала. Вы знаете, что это? Это конденсат. У нас слишком тепло, и там воздух, он охлаждается. То есть это не в том смысле, что крыша у нас протекает, да? Труба холодная. Мы выйдем, надо открыть эту, чтобы у нас просто воздух он выходил. Да. Если вы что-то приготовили, пусть Господь благословит вас обильно. Да, нам нужно... Кстати, ковровое покрытие придет, нам же нужно его еще и постелить. Я вам раскрою секрет. Бесплатно никто ковровое покрытие у нас не стелит в Якутске. Мы можем сами. Как-то, да, конечно. Я уже строил дом сам, когда Саша Житков, я помню. Когда мы начинали здесь строить, вот поставили каркас металлический и привезли шлакоблоки. И Саша говорит, это пастор наш, он говорит: давай проведем субботник и разгрузим шлакоблоки. Их как там приехало, они тут краном потом 2 часа их грузили. Я говорю: Сань, ты хочешь, чтобы мы просто все умерли? На тот момент, слава богу, нашелся человек, который оплатил все это дело, и у нас все решилось. Оно, конечно, здраво. Кстати, вот, братья, я хочу обратиться. Может быть, нам снег вывезти, вот единственное, вот субботник провести, притащить санки и просто взять отсюда снег и вывезти его за ограду. Вот как вариант, не знаю. Либо давайте заплатим за трактор и погрузим это. Не, у нас в этом году будет прямо потоп. Надо обязательно это дело делать. У кого там связи есть?
Узнайте, снег еще будет. Еще будет? Хорошо. Не вставайте, я сейчас помолюсь, хорошо? Коротко. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, который давал когда-либо, что-либо вообще в нашей церкви, и прошу Тебя, благослови. Благослови всяким Твоим благословением. Пусть дом всегда будет полон. Пусть рука, она никогда не останавливается, не оскудевает. И я прошу Тебя, Господь, пусть на все всегда хватает. И прошу Тебя, Господи, о том, чтобы была мудрость в церкви, как распоряжаться деньгами, чтобы всегда на все хватало. И если у кого-то есть долги, Господь, дай просто мудрости и дай желание избавиться от них, и больше никогда не залазить. И благослови в этом, Господь, чтобы никому ничего не были должны, кроме взаимной любви, как написано, во имя Иисуса. Да будет так. Аминь. Вы также знаете, да, вот в электронном виде можно это дело делать. Пусть Господь благословит вас всех. Все, я передам слово сейчас. У нас именинники, да? Какое у нас? 5-е. Кстати, я хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником. Также я уже сейчас микрофон отдам. На самом деле классный праздник. И вы знаете, вот то, что мы... если смотреть, да, вот Роза Люксембург там и так далее, Клара Цеткин, все вот эти вот названия. Но вы знаете, на самом деле, вот я такой, как бы подытожить, Бог создал мужчину и женщину разными. Это Божий замысел. И это не означает, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Мы просто разные, мы созданы для разных вещей. Но вместе, соединившись, будет одна плоть. Когда мы исполняем то, что Бог Он сказал, и тот, и другой, Он обретает счастье. И счастье, оно заключается в том, чтобы восполнять нужду другого. Вы понимаете, да? Если ты тянешь одеяло на себя, если ты не восполняешь нужды своего мужа или жены, вот про то, что я говорил, это только маленькая часть, будут проблемы в семье. Люди могут принять решение оставаться в браке, что вот там ради детей, ради еще чего-то. Но, как правило, дети вырастают, и такие браки, они тоже разваливаются. Поэтому отношения нужно строить не на физическом уровне. Кто-то слишком много этому значения придает. Но не в этом суть. Их нужно строить на личностном отношении. Понимаете? И у мужчины есть потребности, и у женщины есть потребности. Их нужно восполнять. Аминь. Все, с этой мыслью давайте мы с именинниками. Приветствую, драгоценные братья и сестры. Сегодня первое воскресенье месяца, и я приглашаю именинников, кто родился в феврале. Кто родился в феврале? Приглашаю сюда. Не стесняйтесь, выходите. Давайте похлопаем. Слава Богу за каждого, кто сейчас здесь есть и кого даже с нами нету. Я все равно благодарю Бога за каждого. Я молюсь за каждого и благодарю Бога, что Он дал жизнь. Он подарил жизнь. А вы знаете, а ведь это замысел Божий. Каждому, кто дал Бог жизнь и хранит, и будет хранить, Он что-то хочет, да? Чтобы что-то исполнилось. И когда мы живем с верой, Бог благословляет. Арсен, надо белую рубаху одеть и не стесняться, дорогой наш брат. Господи, я благодарю Тебя за каждого именинника, кому Ты дал жизнь, которого Ты хранишь, Господь, и благословляешь. Каждый, Господь, это Твое творение, Господь, это Твоя жемчужина, это Твой алмаз, Господь. И Ты каждого возлюбил, любишь и будешь любить. И Ты стучишься в каждое сердечко и ждешь, чтобы каждый открыл его для Тебя. Господи, мы благодарим и благословляем каждого. Да будут они здоровы, да будет радость и мир в сердцах их, да будет все у них хорошо. Желаем всего самого доброго, светлого, всех благ нашим именинникам. Аминь.
Давайте мы еще Господа прославим в конце. На мажорной ноте закончим собрание. После этого можно будет пойти чай попить. На мажорный? Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройдут печали, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройдут печали, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертву Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертву Христа, не забывай, не забывай. Не забывай, 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 не забывай. Аллилуйя! Не забывай все, что Бог сделал для тебя. Благодарим тебя, наш Бог. Все, на этом наше собрание закончено. Господь пусть благословит вас на эту предстоящую неделю. С миром Божьим. Можно спуститься вниз, попить чаю, пообщаться. Все, до свидания. На связи остаемся, смотрим в группе у нас